Вітання, сябры! З вами зноў гаспадарыня Мар'янна. І вось я даганяю гаспадара Олега. Значит так, сегодня 29 листопада 2025 года. Калі гэта відэо выйдзе, уже давно будзе снежань, я думаю, мяркую. Калі б яно не выйшло, вам будзе цікава яго паглядзець. А ведаеце, чаму цікава? Ну, абізуюся уже не ў Новым годзе, а ў гэтым яшчэ. А тому, что мы с вами зараз идем. Я думаю, вот эти люди так само идут. Все. Значит, глядите, конечно, там будет столько шмат людей. Мы с вами запрошаем вас пройти с нами сегодня на урочистое запаливание колядной ялинки на Кафедральной площади. Christmas tree. Мы уже спешаемся, потому что оно как бы было написано 18, але 19, але мы ведаем, что в 19:30 почнется концерт. Вот, вы глядите, сколько людей, это вообще туди. Значит, треба перейти дорогу. Пойдем. Вот, и 19:30 почнется концерт, я памятаю, как в минулом году. Там будет удельничать двое певцов литовских. Ну, имена я не узгадаю. Йона Яна и какой-то там, по-моему, бенд. Или оркестр, или что-то такое. И потом в 20 годин запалить ялинку. Покажем. Мы вам показывали полуфабрикат. Глядите мои... ну повитайся, ось Олежка. Привитание. Лабас вакрес. Да, лабас вакрес. Полуфабрикатную ялинку показывали, коли мы святкували наше 46-годие нашего веселья. И зараз уже она цалком готовая. Мы таки ведаем, так само глядите мы попереднее відео, коли мы... Я помилилася, коли ми святкували перший сніг. А ось попереднє відео вже присвячено, коли ми святкували 46-годие на Bell Tower, на колокольні Кафедрального собора. І коли ми туди піднімалися, там ми бачили вже подарунки, такі червоні коробки, в виде таких вот скарбонок, или как сказать, коробка, да? Скриня. Скриня, да. Скриня вот таких. И они вот на этих вот вокол ялинки вот так вот должны быть разложены. Ну и далее там поглядим. Так само мы имели рацию, коли пробачили, что будет рождественский городок сёлета. Нашмат больше по всей Кафедральной площади. Колядный городок. Колядный. И ведаете, значит, варто сказать, сейчас скажу, что сёлета в 2025 году Вильнюс признаны и призначены европейской колядной столицей. Колядной столицей Европы. И тому, и такой лічба ж года такая пригожая, 2025. И тому шмат мерапрыемств падрыхтавана, как бы больше, чем минулые годы. Бачите? И у тым ліку вырашылі этот колядный городок зрабіць нашмат больш по ўсёй Кафедральной площади. Ну, поглядим, як яны расставілі гэтыя домики. И галоўнае, такое будет придавать утульность и такой вот святковый настрой. Площадь будет придавать, чего не было ранее, першыню, двухпавярховая
Карусель. А як по-беларуску карусель, так і буде? Ну, они ведут. Ну, у нас как и будет, да. Яе Качели это спеціально орели. передали А это альбо привезли з Італії. І вона така, ну, під старинною. Ми бачили, як її почали збирати, ну, вона мусить збитися в огнях і вельми пригожа. Все покажу. Ну, і... Вон тут уже домики всякие. Люди, Ага. І тут уже ми підходимо до Ратушної, до Ковзанки. Зараз так само покажу, бо завтра, 30 листопада, у 18 годин відбудеться відкриття цієї Ковзанки. І так само вже все готово. Зараз будемо йти мимо, я вам покажу її без селфі. И еще хочу додать, что ялинка живая, не такая уж великая, але Живелинка. она, оказывается, ее подарила Вильнюсу жихарка, ну, какого-то города, я не угадаю его назву, у Вильнюсском районе, бачите, жихарка городка литовского подарила ялинку городу. И она была усталеванная. Итак, тем часом мы подошли. Зараз я немножко вот вам разгорнуся и покажу. Вот, видите, вот, где папуся стоит. Там уже вон целый так само колядные такие домики. И я бачу, что ратушная. Там уже джингл был. Вау, ратушная мои ялинки. Все, спиняю я своє селфі. І які у тебе чекання? От сьогоднішньої нашої прогулки? Може подаруночек под елочкой знайду. От Мирогорода тільки разве. Я його бачив, коли там. Ну, якого ти бачив? На Кафедральній площі. Ну, так ти ж уже казав. І так, все, показую. О, люди вже за... Глядите, повышенная колькость идущих людей на кафедралку йдуть. І ось так виглядає зараз уваход на ратушну. Вже навіть поліцейські стоять, ці хто? А, це охотники. А чого не ховаються? Ось. Так, показую вам ратушную. От люди навіть так само здимають, як вона упригожилася. Поглядите. Вот на ратушной, на ратуше, вернее, самой. Она уже подсвечена святочно. И, глядите, помеж каленами усталеванные ялинки. Но она сама ремонтуется, тому как бы хотя бы звонку. Ну и вот ковзаночка. Глядите. Открыли бортики. Ой, це добре. Зараз вони прозристі. Ага, Silent Night гучить. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Так, идем, уже попились, прошли, видите, вот, о, усталевали, вот тут пригоджили, ух ты, такого не было, глядите, такой великий олень, великий таки, вау, ну вот, люди фотографуются, а мы тримаем наш шлях далее. Я смущаюсь, хвалюсь, лучше там постоять на кафедралке. Вот этот балкончик мне подобается нам с Олежкой. Я так само криху пригожилась, у меня ось колебачна трошечка уже, sticky cane, это candy cane, хочу додать. Про те, що тут заплановано. Ну, як і в минулі роки, Цігнічов буде їздити. І він буде їздити по 6 студені. Ось почне завтра, або навіть сьогодні, коли елку
ялинку запаліць, тоді пачнем уже. Далей шмат будзе розных гулянняў. І сёння, напрыклад, транспорт грамадскі бесплатны з 15 гадзін до 0 часов. Таксама будзе у святочныя дні, таксама будзе там доўга ён працаваць. Это натуральна. Ужо ў прэзідэнцкім палацы пару дзён таму зажглі, запалілі ялинку, и стоит сказать, внутри там такая ялина, на якой хендмейдовые цацки там висят. У них такая традиция, что для президентского палаца яны вешают столько такие хендмейдовые цацки, привозят. И вот сёлета там значит, все люди, там дети, все, может, школьники, не веду кто, литовцы, значит, она вся увешана совами и книгами, як символ мудрости. То бок эти все совы, все розные, кто какую зробил, звязал, я не веду, склеил, там, вышел, и книги. Так что так цікаво, то бок какую-то идею придумывать, не просто вот навешать шары и брызжи. Мне это подобается, креатив какой-то, какие-то месседжи хотят поведомить. Так само будет... Ой, я навіть забыла уже, ну столько всяких... Папа, я читала, что ты там запомнил, ну, из мероприемства. У каком-то сквере какого-то литовского такой фамилии будет, запрошаю... згадала, 13 снежня будет особный колядный день, они сказали, на який запрошают приехать у Вильнюс з усей Литвы. Там будет столько мероприятий. Недалеко у парку вот этого вот литовского имени будет сказочный такой лес из ялинок, конечно, они будут светиться, прогуляться. Потом, в этот день они такую откроют колядную пошту, где можно из всего мира и свету как-то будет, я не веду, послать месседжи. Вот, я не веду, как это будет. Потом яны на этот день ведут колядные гроши. Колядные гроши какие-то, чтобы які нам позволить людям опынуться у дзяцінстве, узгадать, когда им было 5 годов. Таким чином мы прошли Пилес, подходим до кафедральной площади. Вы уже чуете, что учить музыка. Там концерт идет. Там идет уже концерт. А кольки час? Скажите, у 19:30 он мусил початься. Ну вот почався 5 хвилин. 19:35 зараз? 8. А ялинку, як іменову, я думаю, зажгуть у 8 годин ровно. І зараз я хочу поглядеть, чи стоїть жутівничок. Покажу вам площу. О, это у нас Ваперс. Всіх вітають. Да, вітають. Ось якраз концерт почався. Ось як виглядає кафедралка. За півгодини до зажигання. Глядите, кольки уже людей. А ми вже всі по дорозі. Да, транспорт не ходит. Мы пройдем, зараз поглядим. Погляди, стоит технічок? Стоїть, ура! Зараз я по традиції спочатку покажу вам технічок. Тому що хто сочить потім, криху подні, сочить за моїми відео, я в минулому годі взяла, подошла зняти вам технічок, а тут почали зажигати ялинку. Обратный отлик пошел. И я бросилась назад. А зараз ми поглянемо, як він виглядає. Ну ось ви чуєте вже. Ось наша уже так нам до боли знайома, прямо изнутри, колокольня Bell Tower. Cathedral Bell Tower. Звонится, правда. Звонится. Итак. О, полицейские такие. О, полицейские пошли, глядите.
О, трое пошли. Три мушкетера. Вот наш сірничок. По-новому выглядает. Сьогоднішній. Вітаємо сірничка. Вітаємо. Суп. А? Суп. Реклама супа. Делфи. Это кап, я его зову. Кап, да, да. Ну, як завсёди, два вагончика. Добре. Я хочу пройти криху знову назад і показати вам вот эту кафедралку, так сказать. Пока он в тупичке стоит. Бачите, загороженный. Сбоку тротуара. Показываю вам. И вот он напротив, насупротив. Ось так. Ось так виглядає кафедральная площа, собор. И вот гэтая карусель. Вот. Ну, мы до нее, конечно, потом подойдем ближе. Пока я вам показываю чисто огульный такой, крыху поднялась вышей. Вот колядный городок. А там, где вот я показывала, где приблизно стояла Екатерина, мы там проходили. Зараз там это ясли, Christmas Nativity, эта сцена. Ну и вот там лямпочки зажглись, и под ними так. Ну пока так. Пойдем далее, ближе до ялинки. Бачите, рукав. Она под елочкой? Там, да? А ось рукав телебачення, знімає телебачення і почалася прямая трансляція. Дрончик летает. Ну ладно, пойдем, да? Мы крыху обойдем. Сябри, я криху просочилася ближей з іншого ракурсу. Ось там кафедральная. Народу вельми шмат. І навіть стали вот там люди високо. Ну, ялинку криху бачно. І нашу Bell Tower, нашу звонницу. Такая. Там уже Гедеміна, проспект налево. Поглядите, я зараз зроблю огульний плянчик, скільки людей. Тому що коли їх зажгуть, вони почнуть розходитися одразу. Особливо з дітьми тут многие. Вот. Многие с дітьми.
Знайшов мене мой Санта-Клаус у толпе. Ну нам какой-то вот заминают эти люди. Да. Ну а что робить? Ну, заминают. Ну зато я так, передо мной дети. Хлопают. Тут все аплодируют. Да, она зажгется, мы побачим. Главное, вот здесь вот нету высоких дяденек передо мной и хлопцев. Высоких летов. До речі, тут сметниці. І це вельми добре. Перед сметницями ось, і люди там стоять, а тут діти. І я вельми добре місце знайшла. А кафедралка вже? А де? Где девочки? Это желто-блакитный, да, это кафедрал? Кафедрал в желто-блакитном, что ли, там? Где-то так. О, зараз, тихо. Зараз почнут считать, я думаю. Они кажут, что, напевно, будем это... они просят зажечь эти ліхтарики, тому что и дрончики, и телебачение, я думаю. Это хорошая, good idea, добрая идея. Зажечь ліхтарики, так? О, молодцы. Ты можешь свой ліхтарик зажечь так само? Потому что я... Детки уже зажгли ліхтарики тут передо мной. Хлопчик и девчонка тут. И они попросили зажечь, я думаю, потому что все люди одразу, так сказать, реагировали. И когда мы почуем обратный отклик, countdown, по-литовски, как будет 10? 9. Потім буде countdown буде? Діти вам все розкажуть. А что они? Не, будут обратный отсчет? Будут? Да, окей. Дети, вы будете countdown делать? Вони українську чудово розуміють. А, по-українську? Ми з України. О, а ми з Білорусі. Вельми приємно. Як ви зрозумієте? З Мінська. Ну так ви розумієте білоруську? Ну, будете? Давайте будемо лічити по-українську, да? Будете? 10. І разом з литовськими, добре? А ми по-білоруську. Амаль, однольково амаль у нас. Šiandien įžiebsime ir šilumą bei šviesą vieni kitų širdise. Aš labai linkiu, kad jūsų namuose Ну, напруживание нарастает. А еще должны 4 раза наш малый колокол. Малый... А как колокол по-белорусски? Звон. Малый звон мусить отбить 4 рази, означаючи ровно 20 годинов. И про маленькую паузу великий колокол мусить отбить 8 разов. И я не веду, в який момент вони будуть ось как бы отличивать и зажигать. Криху раней, чтобы раздался после этого колокольный звон. Так, приготовились, рихтуемся, давайте разом с нами отличивайте. О! 5. Ну! Лена! Ура! Ось і зажглася вільнюська колядна ялинка. Ну як вона виглядає? Давайте я наближу. Желтые лямпочки. Их худко отличили. Да, они 5 только. Я не поспел включить камеру. Они не 10 секунд, а 5. Ой. Ну, она вся в желтых лямпочках. Але они, наверное, и желтые, и белые там. И мерцают. Я обожаю, когда мерцают.
гірлянди мерцають. Ялинку видно? О, глядіть. Запалили, бачили? Серйозно? Ви включили телефон і пропали? Побачили? Побачили? Пішли, бо Алісу чекає мама. А який ваш родний город в Україні? Миколаїв. О, а? І Київ. А я ж разу была в Одессе и в Киеве несколько разов. И в Крыму мы были. Живе Украина. Ой, слава Украине. А про Беларусь мы кажем, живе Беларусь. Вот так мы кажем. А можно я еще раз у вас... Можно вот так я вас... Да. Почекайте. Слава Україні! Дякую. Ми зичимо вам перемоги. Все, ви увійшли в історію на моєму каналі. Ось малий колокол б'є 4 рази. Так. Після этого великий отоб'є 8 раз. Давай, погнали. Ну, до побачення. Ну все, я кажу, они одразу почнут все розходитися. В минулому годі так само було. От люди вже почти. Так, головне. Треба йти вже гуляти по Ратушной, глядеть на этот колядний городок. Зараз поглядим, чи поїде, чи ні, этот технічок. Після саження елки ми вас віншуємо. Да, давай ми зараз повіншуємо. Сегодня цветочный звон звенит, не только Яку 5 годинов. Да. Ну что, сябры, мы под звонов и зажженной ялинкой віншуем вас. Мы віншуем, ведаете, с початком колядного сезону. Christmas season in English they say. Почався Christmas season. Хотя это потому, что выходные выпало. А я хочу сказать, я виконую докладно. Поки лізе листопад, для меня еще не наступил Christmas. Я все-таки лечу, это поздняя осень. И с 1 снежня для меня начнется Christmas season. Ну и далее Новый год. А по-вільнюськи ми вас все равно віншуємо. А зараз давайте пойдем глядеть колядный городок, карусель, что там продается, не продается там что-то уже. На башню продавали торбы. Продавали? Да. Ну все, добро. Мы еще не развитываемся с вами. Идем далее. Як бачите, ми вже знаходимося під самим помником. Тут протягивается концерт. Мы просто хотим увойти на кафедральную, починая от помника. И все ж таки кафедральный собор у желто-блакитных колеров. Это, конечно, и сама, вон, мне сдается, вежа. Звонится. Значит, глядите, я хочу войти с этого вот боку, с этого ракурса. И, конечно, мы повинны с вами подойти до карусели и показать вам ее. Ось гэта карусель из Италии. Давайте поглядим на яе. Показываю вам. Такого ніколи не было. Там уже нават люлька крутится как-то.
виде шара или поветренный баллон в виде. Тут уже черга, я думаю, она уже почала працевать. И уже черга с детьми будет, батьки с детьми, напевно. Она двухповерховая. Ось там на версі так само є кабинки. А, там люди же садятся, так, да. Глядите. А ось перший поверх. Мало того, что будет крутиться, так еще вокруг своей оси так само. Людей шмат. Стартанула, глядите, зашакались, ось едут люди, глядите, я приближу, ближе, на коняшках, в каретах, они еще так вверх-вниз, эти коняшки, бачите? Зараз они кажут, что они захотели, как люди окунулись у детинства. Как бы и 13 снежня будет там такое все, какие-то гроши будут это введены. И как бы вот это все. О, а этот как крутится. Хочет, как мы с вами сгадали детинство, старинные карусели. А на другим по версии так само там едут. Ну, ось такая. Итальянская карусель у Дени. Я вам показала ее у Дени. Приновита 29 листопада 2025 года. Jeigu reikėtų greitai vardinti žmogų, kurio antrasis vardas galėtų būti jaukumas arba... Мы поднялись крыху выше, вот так выглядит крутящаяся карусель. Она продает, конечно, основную прыгажость ратушной и, конечно, будет вельми популярной. А вот левее мы бачим великий экран, на яким іде прямая трансляция. Вот кто там зараз? Под ялинкой. Вот это кто поет, стоит под ялинкой. Ось як виглядає ялинка. Мы потом до нее, конечно, подъедем. И там на приступках, прямо под ялинкой спеває певица. Зараз это транслируется на ЛТВ. О, как она мерцает. А люди стоять и глядят, потому что отсюль не бачно ялинку из-за карусели и кто там пойдет. Вот такая святочная атмосфера. А, вот это уже с рукава этого телевизионного снято. С рукава такого, что он летит над этими лямпочками. Вот так выглядает там ратушная. Ой, кафедральная площадь, шмат людей. Ну, а я вам тут покажу. И сябры, починаем наш променад по самой кафедральной площади под открытыми лямпочками. И мы пройдем вот таким кругом, уздовж почнем справа, вот колядный этот городок, поглядим на лотки, покажем, коли магчыма, что там продается, все. Поспробуем подойти до ялинки, коли так можно, праз концерт може еще нельга. Коли магчыма, я хотела бы обвести вокол ялинки, и потом вот так вот, и вот там так само колядные палатки, и вот так выйдем с
кафедралки. Ну, во всяком случае, я так гляну, я як там відбудеться, Joulupuikri людей море. Jacksona и Людей море. Поглядите. Тут как будто дах такие. Dar vienas žingsnis į priekį. Ir kai mes ateisime, pavyzdžiui, pasivaikščioti čia prie eglutės, kai rinksite jūsų žingsnius. Из гэтых вот лямпочек как будто дах. Вот разные. Начинаются с эти... Это ляльки? А, это эти gingerbread. А вот, наверное, чурасы. Тут великая чарга, это явно чурасы. Арбата. Ну ладно, будем обходить чаргу. Там такие великие шарги, что мы обошли. О, молодежь такая, хлопцы такие здоровые стоят. Их не обойти. Что они там, наверное, этот, как его, глинтвейн. Вот такие тут у нас корочки. А, это эти яблочные такие сыр. Яблочный сыр. Так, тут что? Давайте поглядим, что тут. Перники, да? И что? Ну, вот так пригоженько. И такие упригожені. Бело-синенькие, як я сегодня. Так, идем далее. Тут снова супер чарга. Это может горячий шоколад. Да. Да, глядите, кольки людей. Як минулые годы, 2 годы мы тут бачили. Вокруг елки всего лишь был этот Крисмас-маркет. Было несколько домов, які стояли вокруг ялинки. Жареные вафли. Вафли, ну ясно. Ты мне подсказывай, ты бачишь, ты вышей, а то я не бачу. Зараз была песня «Манпатинка, ля-ля-ля». Что ля-ля-ля непонятно, а манпатинка, значит, мне нравится. Ага, мне добре, подобается. манпатинка. А ось это, а тебе патинка? Ну, А ты уяви себе. Сегодняшний вот этот вот кирмаш, Так. колядный, он значно пригожейший за минулый годовый, да. Я тебе хочу якраз твою увагу звернути на те, що уяви себе, що минулі годы были тільки вокруг елки несколько домиков. Да. И то как-то все умещались. А зараз, глядите, что это просто вообще невероятно. И в новогоднюю ночь так само будет, и на Крисмас будет. Ну все, тут, наверное, не пройдешь до ялинки, да? Почему? Так же самое пройдешь. Не, а что стоять? А что стоять Которые тут? стоят, которые идут. Проходь, ну давай за мной. Ты иди. думаешь? Конечно. Ага, а я думала, тут уже этот плотик стоит, ну, как бы... нет, да, так само можно проникнуть. Глядите, тут новая, как бы, тут брешь такая. Лямпочки, как бы, имеют террапиночек, такие вот, бачите? Там всякие сосуды. И начинаются черговые, так сказать, эти. Ну, я вам все, конечно, не смогу показать. Просто это просто нереально. Давайте хоть так просто тусуемся, да и все с вами. Ты хто живуть у Вільнюсі? Конечно, шмат хто тут зараз, я думаю, з діаспори нашої тут знаходяться. Конечно, здесь не всі самі по собі. Ось. А той, хто збирається приїхати в Вільнюс, как-нибудь, вот you're welcome. Поглядеть на столицу, европейскую, рождественскую столицу, колядную столицу. Все это Вильнюс признан менавіта такой столицей. Так что вон ялинка какая пригожая. С этого ракурса. Добры, мы вырашили набыть глинтвейна. Ось Олежка стоит зараз. И жареный каштанов. А вы видите, какие тут цацочки. Поглядите. В минулом году паровозик был где-то ездил.
Коли вы глядели, памятали, я сдымала паровозик ездила. А зараз, ой, какая прелесть. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Ой, бачите? Тут музыка гремит. И вот такой классный лоточек. Девчины тут. И все, это великая шарга, мы ее отстояли. И зараз будем уже брать глинтвейн и жареные каштаны. Вон они стоят. Все. Покуль отключаю сейчас. Мы взяли, глядите, мы взяли 2 глинтвейна и вот жареные каштанчики. Олежка уже почистила их тут очень. И я хочу свернуть на такое новшество гэтых года. Не всем уже ведают, что у гэты сезон, у гэтым годзе все напои, коли вы берете, глядите, какой стаканчик, и он такие тверденький, такой вот, он не, это не бумажный такой стаканчик, а такой пластиковый, тверденький. И коли вы берете напои зараз, и мы вот так, с вас берут залог 2 евро. То бок 4 ми заплатили. Не кидали в стаканчики. Да, наприклад, коли глінтвейн коштує 6, то ви платите 8. Випиваєте, а потім, я показую, вот ми набили ось в гэтым, значит, киосочке, а ось там правее, ось, есть здесь домик, и мы подойдем и сдадим гэтые стаканчики, так? И нам гэтые 4 евро вернуть. Это не зацікавлює, такая экологичная, думаю, да? Экологичная справа такая, что мы, ну, как бы, бумажные паперовые стаканчики накапливались целые сметницы. А зараз мы будем сдавать, и они будут их використовувати другий раз. Так что давай, поднимем. Поднимем. Каштан. Ой, папа, поднимем. Давай. Спасибо. О, смачно. Лукус. О, каля нас уже почалися танцы. Бачите, под такую больше-меньше вядомую песню. Да, вот я ее. Нам девчина так танчить. О, бачите? Ну, очень весело, такие добрый настрой. А мы протягиваем пить наш глинтвейнчик. Папа лупить каштаны, покуль я что-то кажу. Ты мне откладываешь, не? Я ожидаю. До речи, я хочу сказать, что я вельми люблю жареные каштаны. А ты любишь? Тебе подобается? Нет. Не, они такие крыху солоденькие и такие сытненькие. И, да. А главное, ведаете что? Ну, что их можно поесть только у Christmas period, вот этот Christmas time, Christmas season, правильно сказали. Потому что, как бы, вот так тягом году я не бачу, что такие жареные каштаны здесь продавались. Ну, все, протягиваем. Так, сябры, мы, ой, покажи, выпили, стаканчики. Мы выпили вот глинтвейн, у нас 2 стаканчика, так. И мы выпили горячее вино и поели жареных каштанов. А папуся что скажет? Паста свинос и кепси каштаны. Ще раз, коли ласка, для наших глядачів, скажи, коли ласка. Карста свинос и кепси каштаны. А мы выпили, ты не сказал. Карста свинос. Это и есть выпили все? Это вино. Ну так вот, а надо было сказать. Так, далее, мы подошли за нами, вы бачите, называется Экопунктус. Екопунктус. Мы зараз Вот так даем и получим. И зараз я покажу. Треба ще в чергу стать. Так? А я хочу, я вершиню такое, поэтому мы как бы, ось сюди можно так само.
Так нельзя? Ось, тоді з такого боку, як би в чергу становися. Ну вот, глядите, эко, что это такое, глядите, эко-пунктас. А что это за эко-пунктас? А что тут такое у вас? Наклейки, такие домики. Вот, Олежка дал 2. А, вы не кэшем, а... Ага. Олежка мусить, тоді дякую, а чоловік. Ось, екопунктас. Значить, Олежки сказали, do you have карточку, да? И ты мусишь что? Отримать на свою картку? Не, наоборот, с меня еще 4 евро снимут. Ага, ясно. За то, что ты подошел до них, так? Ну все, добре. Пойдем до Ялины подойдем. Ось там мы покушали. Сябры, ну, я хочу вас запросить уже до самой Ялинки. Народ крыху поменьшилося. Рассосался, как я кажу. А, тут еще не вельми ты подойдешь. Яна має плотик. Яна має плотик. Вокруг яе стоит плотик. Вот я показываю. Но все ровно мы с вами. Итак, все. Я подошла. Мы с вами подошли. И вот тут была дырка. Пам'ятаете полуфабрикат? Тут была дырка, она заделанная, все червоненько. Стоят шмат ялинок. А? Лифт? А, это лифт? Ну, там была дырка, это для... Да. Вот для там, сеньоров? Да, нет, для disabled people. Вот там приступки для, ну, тех, кто может подняться. Тут для тех, кто не может. Как бы могли, вот, бачите, як думають про disabled people. Значит, 2 лестницы з того боку, з левого, можно будет подняться. А вокруг лежать ось такі подаруночки, стоять ялинки. Ну, пригоже, все мелькает, все светится. И ялинка сама так само светит. Ой, як засветилась. Так. Здається, ярко, что ли? Не так и было. Давай крыху обойдем все ж таки. Угу. Пойдем вокруг елочки, ялиночки. Добре? Давайте. Вздовж гэтага плотика мы с вами вот такие вот, такие вот охотники дежурные. А скажите, пожалуйста, а можно будет на елке? Завтра можно будет и по лестничкам подниматься, фотографироваться, все, да? Что вы сказали? Я говорю, вы сейчас... Только завтра. Сегодня еще работа будет. А еще работы будут идти, еще не все доделали, да? Что-то. Ой, ну пригоже. Вам Ачулабей. Да, очень пригожая. Мы из Минска, с Беларуси, вот прям вот очень так классно в Вильнюсе. Дякую вам. Итак, чули? Вы почули, что завтра можно будет, а сегодня шаги не дают. Это по-нашему, по-бразильски. Сегодня открытие, а еще не все доробили. И они это дороблять, еще будут доробливать опошнюю ночь. Ай, смешно. И, до речи, что-то такое вот сыпет. Мелкий-мелкий, то ли дождик, то ли вот мокрый снежочек. Вось оно не доробили, бачите? А, так мы уже будем больше пригоже. Може, більше подарунків поставити, или що? Вот эти вот ящики, это для чогось. А, интрига. Зато интрига. Зато буде повод. Буде повод. Который играл, А? который лобал на фано. А, да, это ему захлопали? Да, ему. А где фано стоит? Ну там же стояло, вот он. Я всегда знал, что он там играет. Вот он
Ага. А вот там уже мужчина разбирал. А вот это вот, наверное, аппаратура или что? А ты чув, як я спитала про той коллег? Я запиталася, коли, они говорят, завтра. Что завтра? Можно будет уже подходить, откроить, можно подниматься вот по этой лестнице, потом там и лифт заработает, и там можно будет фотографировать. Я кажу, а чому? Ось, это для апаратури. А вони кажуть, я що сьогодні буду протягуватися праця. Ну, конечно, если не поспели с этим. Ага. Потускнело, бачишь? Ага, мы сейчас фотографовались. Вот, и мы пройдем. Вот они фотографуются на фоне Іллінки. Я хочу людей поснимать. Хай попадают люди, уже потом себе побачать. Войдуть у історію. Дякуючи моєму каналу, у тим лінку і моєму каналчику. Я ж не прибольшиваю, не перебольшиваю свою значимость. Я вельми стиплая. З моїми каналами і кількістю проглядів. Ось стихла музика, скончився концерт, і вони пішли ось на вот это, збирати апаратуру. А тут от шари прихожі. Видите, як червоні такі шари прихожі глядяться. Мені, до речі, вельми подобаються шари. Christmas вот эти вот, Christmas balls, я просто балдею. Они такие прихожие. Просто вот кажется, ну просто шар, ну что. А вот так прихожу, просто в окуне. Побачите. Вот я хочу вот такой шарик снять тут ближе. Видите, как лежит какие прихожие. Давайте и сквозь решетку сниму. О! Бордовый такой. И, до речі, вот бордовый, да, не то что такой ярко-червоный, и с таким хвойно-зеленым, только не ярко-зеленым. Я не про ту червоную зеленость, я не про тую, а вот хвойная зеленость и такая крисмасовская червоность. Это просто так пригожа, так одразу нагадує. Вот это вот все Christmas season, New Year time. Холмички стоять. Сьогодні ще не. Литовских школьников. Ага, да, зараз. Это ж откуда ты видишь? Видите, какие высокие хлопцы литовские. Баскетбольники. А может это баскетбол? О, глядите, я прям я вверх камеру поднимаю. Как это? Как звонится. Я не такі. Опс. Ага. Ну, зараз на фоні Іллінки. Давайте їх порівняємо з Іллінкою. На полову Іллінки не будуть, ні? Ось. Ну да, ось такі. Баскетбольная команда гимназии такой-то. До речі, да, у середньому все ж таки у Литві високі люди. Видите, от я чому і не могла к Іллінки пробратися там, коли смітниць спинилася. Тому що вони всі стоять стіною такою, і дівчини, і жінки, і такі всі, от, я зараз камеру. Вот сейчас людей, потому что такая, высокие. О, гляньте. Да, не пойдем. Ну все, добре. Зараз будемо йти уже на виход, старатися. І так, сябри, ми уже стоїмо під нашей Bell Tower, наші вже любимі, изнутри звонить, изнутри вивчені. Там на крильце, де ми виходили, там камера була. Зараз тут камерамен теж збирає вже апаратурку. Музика стихла. Ми вирішили все-таки вже починати заходити з кафедральної площі. І шмат людей, до речі, вже так само, можно сказать, валят уже, глядите, какими стройными рядами. О, глядите. Валят с кафедралки у той бок города, за реку туди, праз мост, альбо по Гедеміна, уже валять яны со свята. И мы, покуль пойдем, я вам покажу огульную такую, вот ялинка там застається. Тут ялиночки вот такие так само есть.
І ми зараз вам здымем, як все это глядзіцца. І гэта толькі пачатак. Christmas season 2025. Ну і New Year 2025, 2026. Завтра буде відкриття ковзанки. Глядите моє наступне відео. Постараюсь все-таки так само сходить на открытие. Пойдем завтра на открытие, да? Этого ковзанки. Там будет с музыкой, все. Ну, треба как бы... Ковзаемся. Ну, потусуемся, не столько покусаемся. Покусаем вокол там. Вокол этих всех. Ковзаемся на 20 евро. У нас лимит. У нас это самое. Вы, конечно, можно сказать, зауважаете, что мы ніколи не шикуем с папусиком. Мы завсёды ходим на пикнички, а не по ресторациям, и нават не по кафе, только часом. И мы живем стіпла, але цікаво. І активно так, і мені вельми цікаво. А тобі цікаво жити у Вільнюсі, а? Да, вельми. А Ну, со мной? давай. А со мной тобі цікаво жити? Альбо клопотно? Конечно, цікаво. Ну, як я тобі не даю покоя, да? Давай сфоткаемся. Завсёды щось і придумываю, на куди каруселі. пойдем, що будемо здимати, що-нибудь яке, що. Так і папуся придумує. І мене тягне кудись. І ми обидва такі ось такі. Ми такі ось такі, раз такі ми. І так, сябри, великий дякую вам, що ви з нами прогулялись сьогодні, 29 листопада 25 года. Побывали з нами на запаливании ялинки 2025 у Вильнюсе, Глютас. столицы, европейской столицы Рождества, колядов. І сподіваємося, вам сподобалося. Ви отримали уявлення, так? Уявлення, як тут і що. І порівняйте зі своїми городами, весями, вёсками і так далі. Коли можете, приїжджайте. Почався Christmas season. Приїжджайте у Вільнюс і отримайте ту же солоду, яку ми отримали сьогодні. Поїжте жарених каштанів, попійте глінтвейна, покатайтесь на каруселі, поглядите на ялинку и погуляйте вокруг яе. И покатайтесь на Christmas цягничку, покатайтесь, поковзайте на Вильнюс лёдас. Это вильнюсовский лед, альбо ковзанка, яка відкриється завтра. І каб гэта засталося у вас на пам'ять на все життя. Пакуль. З вами була Маріанна і Олег. Геро Вакаро і Віса Гяро. Весело.